О раздельном сборе мусора говорили сегодня в Сыктывкаре. Вопрос для региона крайне актуальный. Инициировали встречу заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина и общественники. Диалог получился жарким, но конструктивным. О том, как отходы должны превращаться в доходы, Ольга Коняева. В таком виде помытая высушенная бутылка, там, не знаю, сплющенная или нет, она лучше, чтобы была закрытая. Потому что тогда она сохраняет эту чистоту, никакая микробиология, опять пыль, грязь и все остальное. Это снижает его потом расходы на щелочную промывку и так далее. Как разделять отходы на фракции, в каком виде сдавать переработчику? По теме раздельного сбора отходов зампред правительства Коми Ирина Бахтина может дать не один мастер-класс. Здесь, на экоплощадке одного из домов Эжвы, все как раз правильно. Тара из-под пищевых продуктов помыта, отсортирована. Так отходы превращаются во вторсырье, которое покупают переработчики. Организовала раздельный сбор жительница дома экоактивистка Арина Сажина. За свой счет купила несколько контейнеров. Управляющая компания помогла с помещением, информированием жильцов и заключением договоров с переработчиками. Это первый такой проект в регионе. Коми Экавтор у нас будет забирать пластик. И вот это те компании, которые за денежку. Да, у нас так даже ценники вот указаны, да. Ценник немножечко ниже. Ну, в силу чего? Почему? Потому что они будут сами к нам приезжать, то есть мы не будем иметь, нам не нужно нанимать водителя. Пластиковые бутылки до 5 литров и флаконы от бытовой химии забирает Коми Экавтор. Макулатуру, в том числе тетрапаки, пленку, пакеты, металл, покупает Коми Вторцвет нет. Вырученные деньги собственники планируют потратить на благоустройство. Этот пример может подвигнуть и других повысить культуру обращения с отходами. А главное – это модель, на которой уже отработаны многие нюансы, в том числе экономика. Как получить выгоду и сколько реально стоит организовать эффективное место сортировки. Первая точка входа – сами жители. Вторая точка все-таки – это не вот этот красивый цех, не вот эта красота с точки зрения там, раздельных контейнеров и так далее. Это кто купит. Это точка сбыта, вот когда она есть, когда есть экономика, когда есть вот эти прекрасные наклеечки, что сколько стоит, сколько рублей платят за каждый килограмм жителям, вот собственникам, да, управляющая компания это все аккумулирует за собранные отходы, тогда экономика складывается, и тогда эта модель действительно устойчивая. Тогда это не благотворительный проект, а тогда это действительно уже экономическая модель. Экологичный сбор отходов в Коми начался со столицы региона. Первые цветные контейнеры появились в Эжве в 2014-м. Сейчас таких площадок в городе чуть более 200. Устанавливает их специализированное предприятие. Оно же сортирует, прессует и отправляет вторсырье на переработку, в том числе и в другие регионы. На данном прессе происходит сортирование и прессование пленки. То есть стретч прессуем отдельно, стрительную отдельно пленку получается, и также белую и цветную тоже все по отдельности. Ее прессуем, большие брикеты, и также эти брикеты отправляем на производство. У нас загруженность не в полную мощность, мы готовы дополнительно и людей привлекать, и оборудование дополнительно налаживать для того, чтобы в большем объеме, я думаю, 2, 3, 4, 5 раз, какая будет потребность, такую и будем организовывать. Полезные фракции не первый год принимают в Ухте. Это полезный и прибыльный бизнес. В Усинске тему раздельного сбора развивают при поддержке нефтяников. На грант в 2020 году управление ЖКХ купило гидравлический пресс. За полчаса машина утрамбовывает в брикеты около 500 килограммов мусора. Уже накопленное в специальном ангаре вторсырье теперь можно вывозить, как здесь планируют, в Киров. Когда вы начнете собирать, и когда вы начнете компоновать, плющить это все, да, компактно складывать, это на самом деле немного места занимает. Если в вашем дворе нет бака, тогда вам надо будет, да, где-то накапливать и увозить в пункт приема. Причем у нас очень лояльно к нам относятся наши заготовители. Они не просят нас снимать этикетки, раскладывать по разным пакетам виды пластика. Вот как, допустим, в Москве. Там очень все строго. У нас вообще как бы пока очень лояльно для того, чтобы людей втянуть в это. Есть в нашем регионе и переработка. Предприятия работают не первый год и готовы развиваться. Например, из песка и отжившей свое обычной пленки производят полимерно-песчаную плитку. Без преувеличения инновационный долговечный строительный материал.
и с пользой для экологии. Мы дали чему-то вторую жизнь, и мусор, который мог лежать под нашими ногами элементарно в любом нашем дворе, сейчас на сегодняшний день как бы в качестве строительного материала уже используется. Из макулатуры в столице Коми делают туалетную бумагу, а из рубленых ПЭТ-бутылок 50 видов синтетической продукции. Основа для линолеума, изоляционные материалы, компоненты автомобильной и кабельной промышленности. Компания – один из лидеров России в своей области. Отходов в регионе более чем достаточно, но это в основном смешанный мусор. Вторсырья не хватает даже для работы наших предприятий. Из 30 тысяч тонн пластиковых бутылок сюда поступает только 100 тонн с территории Коми. Закупаем полностью со всей страны. То есть мало того, что с России, то есть дальше страны СНГ, это Украина, Казахстан. В общем, мы готовы брать ее где угодно, потому что мы испытываем дефицит. В муниципалитетах пока недостаточно самих контейнеров. На их покупку республика каждый год выделяет более 5 миллионов рублей. Но и там, где цветные баки уже есть, не везде муниципалам удалось организовать раздельный сбор. Они закупались на государственные деньги, раздавались муниципалитетам, а потом мы, к сожалению, получаем представление прокурорских органов прокурорского надзора о том, что эти контейнеры, да, они синие, да, они желтые, они предназначены для определенных видов отходов, но сегодня используются не по назначению в муниципалитетах, в удаленных районах. Это просто использование для смешанных отходов. Сегодня в регионе только 3% отходов сортируются и обретают вторую жизнь. Впервые в этом году в территориальной схеме размещения отходов отражены потоки движения вторичного сырья с разбивкой по 16 районам. Схема эта реально работает. Реально в нее включены те предприятия, которые сегодня же присутствовали и на этом мероприятии. То есть те вторичные материальные. У каждого контейнера есть обслуживающая организация, есть соответствующий маршрут движения. Каждый пункт сбора имеет соответствующую утилизацию или здесь в Республике Коми, переработку или утилизацию, или здесь в Республике Коми, или за границами республики, но это уже сами коммерческие организации в зависимости от сложившихся коммерческих отношений определяют. Большой объем коммунальных отходов – это проблема не только нашей страны. Планета погрязла в мусоре. Перевод экономики в зеленую зону, где отходы не проблема, а ресурс – это путь не быстрый. И найти правильное решение непросто, а порой помогают только кардинальные меры. Это все у нас произошло после 2009 года, потому что тогда запретили сохранить мусор на полигонах. И до этого у нас было очень много свалок просто открытых. А сейчас это нельзя, и поэтому построили вот эти заводы, и это была у нас, можно сказать, даже революция. Самое дешевое – это, конечно, просто бросить. А если это нельзя и никак нельзя, то надо придумать какие-то другие решения. Система уже работает, например, в Европе. Здесь бережное отношение к природе – норма жизни для каждого. Твердые отходы становятся новой продукцией, из пищевых остатков получают биогаз, удобрения, а энергия от сжигания мусора идет на отопление домов. Автоматический пресс, автоматы для пластика, процесс сбора максимально упрощен. Итак, мы пришли в магазин. В любой магазин совершенно можно прийти и сдать бутылки. То есть на финских бутылках вот здесь написана цена, то есть панд и цена. Соответственно, штрих-код читается машинкой и вам платятся эти деньги. Просто ложите дном назад, то есть бутылки по 40 центов в нашем случае. Железные в основном все по 15 центов. И еще есть 0,5 пластмассовые по 20 центов и стеклянные по 10 центов. В инвестпрограмме регионального оператора Коми прописано создание 2 сортировочных комплексов и установок термодеструкции в отдаленных населенных пунктах. Этот вопрос сейчас обсуждается с общественностью. В диалоге рождаются новые предложения и проекты. Конечно, радует, что есть развитые объекты инфраструктуры, что они готовы и включены в работу, что о них становится известно. Да? И помимо вот той какой-то такой, не знаю, как это правильно сказать, знаете,
какой-то лозунговой речистости в отношении раздельного сбора возникает и уже конкретика. То есть это можно отвезти туда-то, это стоит столько-то, да, для этого нужно. И когда это начинают понимать общественные организации, вот это самое ценное. Очень важно, это редко на самом деле, правда, я много где бываю, что власть сидит до конца, выслушивает всех, даже тех, кто, может быть, говорит какие-то неприятные вещи. В Коми популярны экологические акции. Школьники собирают крышки добра, экоактивисты – опасные отходы. Экокультура в Коми растет, и шаг за шагом из отдельных точек выстраивается система раздельного сбора.